что врученное уведомление о подозрении, оно абсурдно. То, в чем обвиняют Перматова, не имеет под собой никакой доказательной базы. Если так общими словами сказать, его подозревают в том, что в 2012 году, когда еще нынешним тогда депутатом Садыром Джапаровым разрабатывался проект постановления о национализации Кумтора, якобы мой подзащитный, будучи руководителем комитета топливно-энергетического, выполнял определенные поручения, в числе определенных других депутатов, спикера Жигурку Кенеша Джеймбека Асулбека, для того, чтобы провести определенные переговоры с депутатами, для того, чтобы этот проект не прошел. И плюс еще был якобы разработан альтернативный проект со стороны другого депутата, который предусматривал совсем другие меры в отношении Кумтора. Это вот то обвинение, которое ему предъявляется. Это все на словах, поскольку, как вы знаете, вот такие обвинения очень опасны в том плане, что депутат, во-первых, он обладает иммунитетом, во-вторых, депутат не должен отвечать за мнение, которое высказано непосредственно в качестве депутата. И какое голосование, например, проводилось со стороны него, я так понял, он воздержался при голосовании за данное постановление национализацию Кумтора, и вот это воздержание как-то привязывает к тому, что он имел какое-то отношение к лоббированию определенных интересов, возможно, связанных с неподдержанием этого проекта, это голословно все. Это его мнение было, которое он принял как депутат, и других доказательной базы, сейчас, полагаю, следствия нету. Больше всего возмущает то, что нам вменяет вину перечислять заключение этих договоров с 92, 94, 2005, 2009, 2017 года, когда Перматов сам был только в 2012 году депутатом, и в основании задержания не указывают, не засунуть непосредственно на месте совершения преступления. Это вообще никакие рамки уже не идет, поскольку это все прошлые процессы, времени уже, просто столько времени, они указывают, как будто это сейчас произошло. Там много таких абсурдных моментов, мы, безусловно, обжалуем это решение суда в апелляционной инстанции. Мы полагаем, что избранная мера в отношении него, она очень строгая и необоснована. У него были все основания, если он что-то чувствовал за собой. Скрыться от следствия, если была такая необходимость, он все время находился здесь, работал, живет, имеет постоянное место жительства, у него на иждивении 4 детей, и с учетом этих обстоятельств применять такую меру для него не было никакого смысла. Я думаю, здесь непосредственно идет установка свыше. По-другому прокомментировать мне это сложно. Его на 2 месяца арестовали? Да, на 2 месяца, как по процессу идет, 2 месяца. Но мы обжалуем, в любом случае, посмотрим, будем надеяться, что апелляционная инстанция, она все-таки примет более правильное решение с учетом этих обстоятельств, которые я сейчас озвучил уже здесь.